Здраво, Свима. Я до сих пор не знаю, зачем я делаю эти ролики. Ей-богу, лучше бы книгу писал. Однако, раз уж я здесь, мне хочется поделиться с вами интересной мыслью. Блуждая по просторам сербского твиттера, я заметил, что все какого-то хуя решили помириться с хорватами. Вы что, охуели, блядь? Сначала отпидите их всех, а потом уже миритесь. Ну еще я заметил, что все какого-то хуя пишут на латинице. Не прошло и года, блядь. Поэтому в этом видео я расскажу вам, почему латиница это полное говно, а кириллица это лучшее, что было придумано в мире после ядерного оружия. Так вот, для тех, кто в танке, в сербском языке есть два алфавита. Кириллица, которая является официальным алфавитом, в том числе на ней подписаны документы на снос нелегальных цыганских построек, и латиница, неофициальный алфавит, на котором в основном пишут всякую хуйню в интернете. Я буду оценивать их с точки зрения обычного пользователя интернета. То есть буду оценивать их удобность использования в переписке и дизайн. Поэтому не ждите здесь глубокого историко-лингвистического анализа. А еще я буду брать только буквы, уникальные для сербского языка, потому что в кириллице большинство букв похожи на русские. Их я не хочу случайно оскорбить, с этим справятся украинцы. А в латинице большинство букв похожи на пиндосские. Их я уже хочу оскорбить, но у меня не хватит фантазии. Итак, первым делом я бы хотел рассмотреть вот эту букву. Она читается как Ч. И является мягким вариантом буквы Ч. Давайте оценим ее с точки зрения визуала. Она достаточно красивая. Несмотря на то, что очень похоже на английскую букву H, эта черточка сверху придает ей индивидуальности и является самым главным отличием от пиндосской подделки. А теперь давайте рассмотрим... Ой, блядь, да тут нечего рассматривать нахуй. Это просто ебаная английская C с черточкой сверху, которая не придает никакой идентичности. Как и остальные буквы, похожи на английскую C. Говно, короче, идем дальше. Теперь на нашем операционном столе буква G. Нет, это не C. Она читается как две буквы D и G, поставленные рядом. Я, правда, не понимаю, зачем они сделали одну букву вместо двух, но раз это кириллический алфавит, то это дизайнерское решение охуенное. Итак, выглядит она достаточно красиво. Плюс, как я уже говорил, совместить две буквы в одну это охуенное дизайнерское решение. Поэтому давайте перейдем к... это что за халтура ебаная? Это же буквально две буквы D и G поставили рядом. Да кто этой хуйней будет пользоваться? Кроме половины сербского интернета. Кто будет нажимать две кнопки вместо того, чтобы нажать одну, сука? Короче, за халтуру 2 балла из 100, полное говно, идем дальше. А сейчас в нашем адронном коллайдере мы будем разбирать букву G. И, боже, да она идеальна! Только посмотрите на ее визуал. На этот хвост, на эту, крышку. И еще накинем баллов за оригинальность. Ведь подобный полет фантазии вы не увидите больше ни в одном языке мира. Кроме любого азиатского. Короче, 100 из 10. А теперь давайте посмотрим, что там у латиницы. А у нее все печально, потому что G это буквально английское D с черточкой, блять. Ебани хорваты доели за пиндосами, а уже за ними доели мы. Это что за лингвистический косплей на БВС? Короче, говно ебаное. Идем далее. Итак, теперь в качестве подопытного для отряда 731 у нас буква И. Я предлагаю поступить с ней так же, как и этот самый отряд с мирным китайским населением. Разобрать на составляющие. Даже несмотря на то, что по факту это полная калька с английской буквы J, в ней все равно чувствуется тот самый неповторимый сербский дух, о котором еще Никола Урашевич пел. Я уверен, что это самая сербская из всех сербских букв, а потому она является лучшей буквой во всем сербском алфавите. Теперь перейдем к... Блять. Да это же полная копирка английской буквы J. Алло, где оригинальность? В этой букве нет буквально ничего сербского. Как она попала в этот алфавит, блядь? Короче, полная хуйня. Дизайнеры даже не постарались прикрыть факт воровства. Просто в тупую скопировали. Идем дальше. Так, а обзор этих двух букв я решил совместить, потому что они выполняют схожую функцию. Они являются мягкой альтернативой звукам N и L. Да, в сербском для этого есть две отдельные буквы. Не теряя на минуты, приступаем. Буква Л и Н выглядит как гибрид их твердых аналогов и мягкого знака из русского языка.
На это и расчет, ведь любой человек, взглянув на эти буквы, сразу поймет, что они обозначают мягкие звуки. В отличие от латиницы, в которой мягкость обозначается добавлением к буквы «й» зачем-то. И опять же, повторяю тейк из обзора на букву G. Я скажу, что никто не будет нажимать две кнопки, когда можно нажать одну, сука. Спасибо, что посмотрели мой очередной никому нахуй не упавший ролик. Я хз, зачем я продолжаю их делать, лучше бы книгу писал.